машина, каждая там точка. Мне должно быть ответственный контролер и исполнитель. Праздник в условиях предельной безопасности. Оргвопросы по проведению торжества к 250-летию единения Ингушетии с Россией обсудили на выездном совещании. Требуем, чтобы они садились только за 3 стола. Вот этот стол на расстоянии 2 метров и на тот стол, который вы стоите. Опять за старое. Маски, перчатки, антисептик. За соблюдением санитарных норм в общественных местах в условиях ситуации с ковидом следит Роспотребнадзор. Осенний призыв стартует с 1 октября. Ряды вооруженных сил страны пополнят 200 новобранцев из Ингушетии. Строевая подготовка для укрепления иммунитета. В Ингушетии вскоре стартует осенняя призывная кампания. Полностью 1200 его на юге. Пусть зернится да колосится. В ГУПе Нестеровская продолжают сев озимой пшеницы. Работа нелегкая. Я поразился, насколько фантазия сильна у Всевышней природы. Я просто поэтому написал эту картину. Наполнить себя искусством. В музее Карабулака прошла первая персональная выставка художника Магомеда Бакаева. Здравствуйте, это новости 24. Мероприятия к годовщине единения Ингушетии с Россией пройдут с соблюдением мер санитарно-эпидемической безопасности. Готовность обсудили на выездном совещании под председательством главы республики. Торжества пройдут на стадионе имени Дьякова в Сунже. Организаторы обсудили уровень технической подготовки и обеспечения безопасности, а также культурную программу праздника. По словам министра культуры Ингушетии Тамерлана Дзейтова, подготовка к праздничным мероприятиям проходит согласно установленному плану. Глава региона отметил, что основным положением, которым должны руководствоваться все ответственные лица, это защита граждан. Для обеспечения эпидбезопасности гостей и участников мероприятия Махмуд Али Калиматов дал поручение провести полную санитарную обработку стадиона за 3 дня и накануне праздника, по данным представителей МЧС и правоохранительных органов. В данный момент идет организация работы, направленной на обеспечение безопасного пребывания и передвижения посетителей. Так, на территории стадиона будут установлены металлоискатели, турникеты, регулирующие движение ограждения. Полностью требования МВД в части безопасности надо обеспечить. А МЧС конкретно отработайте здесь. Мы должны все стулья обработать, скамейки эти обработать. И когда на площади приходит там, чтобы четко было определено. Для помощи и качественного проведения мероприятия будут подключены волонтеры, которые помогут также обеспечить порядок и организованность на самом мероприятии и близлежащей территории. На площадях всех муниципалитетов субъекта будут установлены широкоформатные экраны с трансляцией шоу. Его можно будет посмотреть и в прямом эфире национальной телерадиокомпании. Также планируется организация онлайн-трансляции. В заключение Махмуд Али Калиматов осмотрел объект, включая административное здание, поле, трибуны и ограждения, положительно оценив качество выполненных работ. Самое главное, чтобы все было на месте. И каких-либо там срывов не должно быть. Что бы вы ни делали, у вас должна быть прямая, ответственность с АГРИ, с ним прямая связь. Каждый момент, каждая машина, каждая там точка. Мне должно быть ответственный контролер и исполнитель. Напомним, торжество состоится 10 октября на обновленном к дате стадионе Сунже. Гостей и жителей республики ожидает 3-часовое представление, включая выступление авиационной группы военно-воздушных сил России «Стрижи» и большой праздничный концерт. На мероприятии ожидается присутствие почетных гостей. Хадия Добреева, Хасен Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24. Сегодня запатентована вакцина, разработанная научным центром вирусологии «Вектор». Об этом сообщила Анна Попова. Ранее патенты на вакцину получил Центр Гамалеи. Вакцинация будет добровольной. Отмечу, что в мире число выявленных случаев приближается к 34 миллионам. Победили болезнь почти 25 миллионов человек. В нашей республике остаются под медицинским наблюдением 568 человек. Из них на вынужденной самоизоляции 338 человек. Более 200 госпитализированы. Как защитить себя от инфекции нового поколения, расскажет Рина Цичуева.
То, что количество инфицированных осенью будет расти, врачи говорили и не раз. Ситуацию с коронавирусной инфекцией усугубляют сезонные простуды, такие как грипп и ОРВИ. Только за минувшие сутки в России выявлено почти 8,5 тысяч новых случаев. По всей стране провели 46 миллионов тестов. В Ингушетии под наблюдением медиков остаются 568 человек. За минувшие сутки выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе по результатам исследования за все время зафиксировано 5674 заболевших. В медицинских организациях республики находится 230 человек. Из них 27 человек в тяжелом состоянии в реанимации, в крайне тяжелом состоянии 4 человека на аппаратах искусственной вентиляции легких. Детей 11 человек в стационарных учреждениях находится. Тем временем в Ингушетии для больных коронавирусом переоборудовали новый корпус. В нем созданы все необходимые условия. Также развернули дополнительные койки. Система здравоохранения республики переходит на подготовительный режим к приему пациентов с данной инфекцией. На сегодняшний день у нас развернуто 400 коек в 5 медицинских организациях. Из них 20 коек для детей и 20 коек для беременных женщин. Утверждена схема маршрутизации пациентов в соответствии с местом жительства. Данная маршрутизация доведена до населения и до работников станций скорой медицинской помощи, чтобы они знали, куда везти пациентов. Сдержать распространение инфекции, резкий скачок цифр поможет соблюдение санитарных требований и пользование средствами индивидуальной защиты, напоминают специалисты. Необходимая социальная дистанция, мыть почаще руки, носить защитную маску. Кстати, последнюю многие не особо жалуют. Даже старших не встретишь в общественных местах в маске. Коронавирус хандивайте. Да, Я ношу маску, чтобы в первую очередь защитить своих родных. Ну и в общем и себя тоже. Скажи, а вот в этом году болела коронавирусом? Я нет, но мама болела. И тяжело протекало? Очень тяжело, к сожалению. Я не ношу маску, потому что может быть, я не права, но мне кажется, что она не очень защитит от этого вируса, потому что там много средств, которыми нужно защищаться, кроме маски. Там, ты переболела? Я не болела, нет. А не боишься заболеть? Тут много, конечно, заболело людей и даже есть смерти, но я боюсь заболеть только в том смысле, что я могу заразить кого-то еще. Один раз уже переболел этой болезнью коварной и боюсь уже второй раз заболеть, так как болезнь ужасная и все силы выматывает себя. Поэтому лучше, я считаю, что носить маску и беречь себя. И не только себя, но и окружающих. И поэтому в общественных местах я предпочитаю носить маску. По всем вопросам коронавирусной инфекции в Ингушетии работает телефон горячей линии. Мы попытались дозвониться по указанному номеру и задать интересующие вопросы. Сегодня поступило несколько звонков, и обычно звонят по вопросам, которые заболели, у них ковид, они хотят сдать анализы и не знают, что им делать, так как им выезжать, контактировать с людьми нельзя, они должны оставаться на карантине, и куда им обращаться по таким вопросам обычно бывает. И мы их направляем, чтобы они связались со своим участковым педиатром, который должен выехать на дом, взять у них мазок, анализы и уже дальше определять, как с ними быть. Минздрав России разрешил проведение клинических исследований уже третьей вакцины от COVID-19. Согласно графику, испытания начнутся в ближайшее время в Петербурге, Кирове и Новосибирске. Участие примут более 3000 добровольцев. Сейчас подходят к концу клинические исследования вакцины. Первые партии спутника Ви поступили и в Ингушетию. Сезон 2020-2021. Все мы знаем, что появилась вакцина против коронавирусной инфекции. В соответствии с соглашением между Министерством здравоохранения и Республикой Ингушетия было распределено для республики 438 доз вакцины против коронавирусной инфекции. В первую очередь Минздрав России рекомендовал вакцинировать медицинских работников, которые работают с пациентами с новой коронавирусной инфекцией. Поэтому на сегодняшний день в республику пришло 42 дозы данной вакцины. Она распределена между медицинскими организациями. В ближайшее время начнем вакцинацию.
Специалисты отмечают, рост заболеваемости в России – это вовсе не переход на вторую волну инфекции, а затяжная первая. В стране делают все возможное, чтобы держать ситуацию с коронавирусом под контролем. Но без помощи самих людей это вряд ли получится. Рина Сычева, Марбек Миржоев. Новости 24. В связи с обострением ситуации с ковидом ужесточаются и меры за несоблюдение санитарных норм. Это, надо сказать, совсем несложные правила безопасности здоровья. Ношение масок там, где это действительно необходимо, регулярная дезинфекция рук и, конечно, своевременная уборка, обработка помещений. Роспотребнадзор проводит рейды по магазинам и кафе. О результатах наш следующий сюжет. Обязательные условия посещения этого заведения сотрудники управления Роспотребнадзора разъясняют всему персоналу ресторана. Маски, перчатки, дезинфекция рук и уборка помещений специальным раствором. Эти и другие требования здесь соблюдаются, неукоснительно заявляет управляющий заведением Бекхан Катиев. Чтобы узнать, так ли это на самом деле, инспекторы решают пройтись по залам и помещениям. У вас как? За каждым столом сидят или раздельно? Раздельно. Вот в этом зале, например, мы рекомендуем, то есть требуем, чтобы они садились только за 3 стола. Вот этот стол на расстоянии 2 метров от этого, и на тот стол, который в углу стоит. Таблички с призывами соблюдать социальную дистанцию здесь на каждом шагу. Помимо всего, специалистов Роспотребнадзора приятно удивило и наличие здесь обеззараживателя воздуха – ультрафиолетовой лампы. Правда, инспекторов заинтересовал и другой вопрос – знаком ли со всеми требованиями санитарных норм персонал, при том, что они меняются посменно. Да и вообще, как убирают все помещения, ведь ресторан не маленький, здесь около 100 посадочных мест. По словам управляющего, посетители к мерам безопасности относятся со всем пониманием. Эти меры в первую очередь это для их же здоровья, для их же безопасности, для безопасности других людей. Санитарной составляющей заведения сотрудники Роспотребнадзора остались довольны, но и напоминают другим предпринимателям, что от их безответственности и халатности в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в погоне за выгодой они наоборот рискуют потерпеть финансовую неудачу. Здесь элементарные антисептики, уборка, вентиляция, масочный режим и, конечно же, вот эта дистанция, это самое главное на сегодняшний день, потому что сюда приходят люди с семьями, пообедать, посидеть, отдохнуть. Вы же все помните весну 2020 года, когда такие объекты закрывались на карантин. Да. И сколько ущерба, сколько убыток сегодня несли наши предприниматели. Продолжается рейдовое мероприятие в столичных магазинах. В очередном расклеенные повсюду таблички и разделительные отметки на полу – первое, что бросается в глаза. Администратор заверил инспекторов, все требования здесь соблюдаются. Что вы для этого предпринимаете на самом деле? Обработка у нас делается ежедневная, в течение дня по несколько раз хлористым раствором обрабатываются двери, поверхности все, также коляски, корзины, которые соприкасаются с людьми. Все, что при соприкосновении идет, мы все это обрабатываем хлористым раствором, 1% хлористым раствором. Перчатки у нас присутствуют у всех продавцов. Магазин, как и любая торговая точка, место прямого контакта покупателя с товаром. Инфекция легко может передаваться человеку через продукты на прилавках. В частности, многих жителей региона интересовало, безопасно ли покупать элементарно хлеб. У нас открытого хлеба не бывает. Хлеб у нас полностью упакованный в пищевую пленку, в пакеты и получаемый от производителей полностью упакованный хлеб. Нарушений эпидемиологических правил здесь не выявили, но специалисты и дальше будут проводить рейдовые мероприятия. Цель – информировать индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги населению, о необходимости соблюдения требований безопасности в связи с угрозой новой вспышки COVID-19. Данные мероприятия нами будут и проводились, и проводятся в ежедневном режиме, то есть мы охватываем различные населенные пункты. Хотелось бы предупредить наших предпринимателей, людей, то, что вот мы будем проводить эти проверки, чтобы они соблюдали все эти меры предосторожности. И сами люди ответственно относились к этому, наши граждане. Хотелось бы их тоже предупредить, то, что элементарно вот эти меры очень помогают не распространять эту инфекцию.
Разговаривая с владельцами торговых точек, инспекторы обращают внимание на то, что в случае игнорирования ими правил и требований безопасности последует наказание. Так, за нарушение санитарных норм предпринимателям грозит штраф от 50 тысяч рублей, а то и вовсе закрытие заведения. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24. Первые новобранцы отправятся на службу в вооруженные силы страны уже 16 октября. Сейчас идет подготовка к осенней призывной кампании. В Назране прошли инструкторско-методические занятия с членами призывной комиссии. Это ежегодное обязательное мероприятие, где обсуждаются все оргвопросы. Отмечу, что в этом году на наш регион выделено более сотни мест для поступления в высшие военные учебные заведения России. Слово Зелимхану Калоеву. Время слушать. Осенний призыв стартует с 1 октября. Ряды вооруженных сил страны пополнят 200 новобранцев из Ингушетии. Ровно столько же, как и на весенние, которые из-за пандемии пришлось отложить до 20 мая. Этот год очень серьезный и ответственный для работников военного комиссариата. Тем не менее, несмотря на все трудности и опасную инфекцию, весенняя призывная кампания завершилась успешно. Все новобранцы прошли тщательный отбор, отметил, подводя итоги, военный комиссар региона Тимур Мистоев. Медики несколько раз проводили тесты на ковид всем призывникам, поэтому вспышки вируса в войсках удалось избежать. Сейчас главное не сбавлять темп, ведь впереди осенний призыв. Мы как раз к этому готовимся. С 412-го госпиталя Владикавказа мы получили все необходимые средства защиты. Это и маски, и тесты. И у нас есть договоренность с полком радиационно-химической биологической защиты. Они будут каждый раз, в неделю раз приходить и полностью нашу территорию обеззараживать. Первая отправка новобранцев запланирована на 16 октября. Времени на раскачку нет. На ежегодном инструкторско-методическом занятии все военные комиссариаты муниципалитетов, представители Минобра, глава администрации, медики, задача выработать концепцию, чтобы призыв прошел организованно и слаженно, тем более на фоне коронавируса. Многие ребята, опять же, как и раньше, будут сниматься с команд, если будет температура у него, если будет подозрение. Некоторые действительно будут заболевать и не будут проходить на отправку. Поэтому у нас должен быть и соответствующий резерв. Республиканский военный комиссариат заинтересован и прилагает все усилия, чтобы в вооруженных силах страны служили как можно больше наших ребят. Важный факт: в рамках закона без военного билета принять на работу сотрудника, особенно если это госслужба, нельзя. А в службе в армии, по словам военного комиссара региона, только плюсы, ведь построить в наше время карьеру с хорошим достатком можно без труда. Только в этом году республике предоставили более 100 мест для поступления в высшие и средние военные учебные заведения. Однако о перспективных возможностях знают не все, и это, по мнению Тимура Мистоева, упущение Минобра. Огромная ниша у нас не заполненная суворовскими и нахимовскими училищами. Это ребята, которые учатся сейчас в 4 классе. Прекрасный вуз сейчас построили в Осетии, да? Суворовское, Северокавказское училище. Почему бы нет? Я в очень хороших отношениях с начальником. Мы один вуз закончили с ним, поэтому он тоже приглашает, пожалуйста, поступайте. И эту тему тоже хотел бы, чтобы вы с родителями, с министерствами образования, в школах, на ОБЖ эту работу провести. Председателем призывной кампании в любом регионе, как впрочем, является глава субъекта. То есть это говорит о значимости вопросов, которыми мы с вами занимаемся. Поэтому, конечно, я тоже присоединяюсь к словам благодарности, потому что в очень непростых условиях вы провели довольно-таки сложную весеннюю призывную кампанию. Не буду повторяться, полностью согласна, и все структуры власти с этим справились. За добросовестное выполнение должностных обязанностей и оказание помощи военному комиссариату почетными грамотами наградили медиков и самих работников. Ведь совсем недавно комиссариат региона отметил свое 28-летие. Зелимхан Калоев, Магомед Белакиев, Новости 24. Восстановление и экологическую реабилитацию Назрановского пруда обсудили на встрече местных властей и экологов. В рамках федерального проекта сохранения уникальных водных объектов национального проекта «Экология» в 2019 году был заключен госконтракт на выполнение работ на общую сумму около 150 миллионов рублей. С докладом на эту тему выступил замначальника отдела водных ресурсов и защиты гидротехнических сооружений Минприроды региона Адам Албагачиев. На данный момент выполнено 99% всей работы. Вот этот 1% это осталось вот именно вот эти кустарники и травы посадить.
Причина того, что до сих пор это не сделано, хотя все остальные работы закончены более чем полгода назад, потому что по технологии высаживать их надо осенью. Так как их осенью надо высаживать, нам пришлось переждать этот период. И сейчас, в ближайшее время, подрядная организация завершит эти работы, и на этом проектная часть будет завершена. Затронули также на совещании и вопрос, волнующий многих жителей по поводу вымирания рыбы в пруду. Почти несколько километров очистили шлюз дам затрат. Там примерно если кислорода нету, из-за нехватки кислорода, соответственно, живые существа в водоеме погибнут. Зарубление полтора-два часа они задержали там, в Карбулаке они были задержали, здесь они задержали, в Волгобеке там. Но в любом случае, перевозка рыбы больше 100 километров, 5% любой рыбак он от нехватки кислорода лес. 200-300 чар. Знаешь, хотя сагви, там, малую фото выяснят, щи рыбаку, с фотхожу, фуди хотя, я чуть Воду с нестандартным наполнителем вынуждены использовать в обиходе жители многоквартирных домов по улице Новая в Назране. Примесь с песком пить точно невозможно. Для использования того, что течет из-под крана, для бытовых нужд необходимо жидкость отстоять. В общем, приспосабливаются к обстоятельствам. Вся эта канитель длится с 9 августа. Именно тогда здесь сменили насос. В деталях этой истории разбиралась наша съемочная группа. Грязная вода – это головная боль для жителей 105-го массива 21-го дома. Даже после повторного кипячения назвать ее чистой сложно. Если самого песка и не видно, то запах металла сразу чувствуется. И холодная, и горячая вода теперь стала песочной. Пользоваться вообще нельзя. Стиральную машину уже поломалась у нас из-за воды. Песок прям нет, вода не уходит. И вот мы ремонт тоже сделали, стиральную машину сделали. И мы хотели бы, чтобы нам внимание уделили, чтобы посмотрели, воду сделали, чтобы без песка она у нас была. Сначала только в банку, чтобы на глаз посмотреть, есть ли осадок и емкость на окно. Час-два и песок оседает на дно. Только тогда эту воду можно использовать хотя бы для мытья посуды. По таким правилам Лейла Камурзоева живет уже месяц. Песок. Вот что даже еще больше бывает. А когда бывает больше? Больше бывает утром и вечером, а и днем бывает. Но днем не так сильно. А пока Лейле вместе с соседями остается только запасаться водой из магазина. Проблемным оказался не только 21-й дом улицы Новая, но и 23-й. По словам жителей, песок с водой тут идет с 9 августа. Однако помимо этого также остро стоит вопрос с котлами, которые, кстати, и забиваются песком, вследствие чего те просто перестают работать. Если в соседнем 21-м доме вода идет не такая грязная, то тут все гораздо хуже. Как заявляют жильцы, до этого вода была с хорошим напором и чистой. Мутная история началась после смены насоса. Поэтому вопросы в первую очередь появились к специалистам водоканала. Там еще один насос был, он, оказывается, был с песком. Непроверенный был. Мы не знали, что он с песком. Но этот песок вошел в систему. В саму систему, там первый, второй этаж. В систему вошел. Мы ее отключили, как узнали сразу, мы его отключили. Недели через две естественным отбором этот песок уйдет. А так ее продувает, это бесполезно. А вот зачем нужно было менять насосы, в городской администрации не прокомментировали. Жителям остается только надеяться, что скоро песок в трубах и вправду закончится, и вода, наконец, очистится. Хава Газикова, Магомед Белакиев, Новости 24. В зоне рискованного земледелия в государственном унитарном предприятии «Нестеровская» продолжают сев озимой пшеницы. На данный момент выполнена половина работы. Уже задействовано около 500 гектаров. Используют в основном сорт злаковых «Элита». Репортаж Муслима Ганиева. Шестеренки выбрасывают как. И они через семяпровод попадают. И какая скорость, через какое расстояние они сыпятся? На 1 метр где-то
105 зернышек падает. Так проходит технологический процесс посева яровой пшеницы в ГУПе Нестеровская. Метр за метром трактор-сеялка в умелых руках Нурдина Аушева продолжает свое покорение полей. А одной такой заправки хватает на 4 гектара. Cada dele primero sai și de cultivatri, așa primero, că moholi, я козла дезла cultivatri acolo. Я татуадя дал, сосел дал. Посевная кампания в ГУПе Нестеровская началась больше недели назад. И сейчас здесь завершили около половины работ. 520 гектаров лета один то. Примерно кирящин киряда то. Полностью один. 1200 его на юге. Нестеровское, самое северное агропредприятие республики. В его ведении находится около 2500 гектаров пахотных земель. Почти половина из них отводится под озимую пшеницу. Сорта выбрали самые подходящие. Здесь сеют элиту, а также семена второй и третьей репродукции. Семена протравлены, на поле обработано, несколько раз культивировано, исковано, и они начали посев. Поля ГУПа располагаются в засушливой части. Аграрии называют ее зоной рискованного земледелия. Виной всему вода, а вернее ее отсутствие. Большая часть яровых культур вообще не подлежит сбору. В этом году лето было настолько засушливым, что в министерстве даже решили объявить режим ЧС. Урожаю это не поможет, а вот аграриям да. Подсолнечник, кукуруза полностью пострадала. Сегодня мы ввели здесь чрезвычайную ситуацию, ЧС ввели. И я думаю, на днях уже мы этот материал весь отправим в Москву через страховую компанию. Будет возмещение затрат на яровые культуры, особенно яровые культуры и часть озимых культур. Осенняя посевная кампания в республике официально стартовала 25 сентября. Продлится она ровно месяц. У аграриев республики остается чуть более 3 недель, чтобы завершить все работы. Всего нужно засеять около 25 тысяч гектаров. Вообще посевные кампании в сельхозпредприятиях проходят 2 раза в год. Первая весной, тогда сеют яровые, и вторая, как в данном случае, осенью. Сейчас сеют озимые. До наступления зимы они прорастают и весной продолжают свой жизненный цикл и созревают немного раньше, чем яровые. Насколько удачным будет этот урожай, узнаем в начале лета. Муслим Ганиев, Майырбек Миржоев, Новости 24. В музее Карабулака проходит первая персональная выставка Магомеда Бакаева. Живописью он занимается 45 лет. Особое место в его творчестве занимают пейзажи и натюрморты. Коллеги отмечают то, как мастеру удаются световые решения. Но он пишет светлые, спокойные образы, на которые сложно насмотреться. Таргим, земляника, каньон – все это в репортаже Хавы Газиковой. 22 разножанровых произведения живописи вошли в экспозицию. Все они написаны в разные периоды творческой деятельности Магомеда Бакаева. К примеру, на этой картине изображен один из красивейших уголков Яндыри. Художник после приезда из России в Ингушетию вдохновился пейзажами своей родины. Автор раскрывает зрителю красоту окружающего мира. Виртуозно исполненные линии, стройный композиционный ряд отражается в каждой его картине. Он также не боится экспериментов, признается художник. Я поразился, насколько фантазия сильна у Всевышней природы. Я просто поэтому написал эту картину. Вот. Я ее писал недолго, наверное, неделю. Но увлеченно. Я ее закончил просто. Она мне просто само это место меня поразило. До этого художник принимал участие в выставке музея Новосибирска, а также в совместной выставке российских художников в Москве. А вот персональная проходит впервые, поэтому автор немного волнуется. Красоту, которую я поймал своего края, я постарался его передать на полотно. И все. Это все, что я сделал. Посетители остались под большим впечатлением. Лайла Дениева посещает подобные выставки часто, знает, с чем сравнивать. Мне понравилась данная картина, она называется «На закате». Эта картина вызывает очень разные эмоции, она навевает какую-то ностальгию. Правда, очень нравится, красивая картина. Всегда меня впечатляло искусство. Было очень приятно узнать, что дядя так талантлив, выставляется. Выражает свой восторг и коллеги автора по кисти. Сергей Гусев даже специально приехал из Москвы, чтобы посетить выставку. Для меня сразу в глаза бросилась вторая работа с водой. Это великолепно. Все работы очень закончены, не прибавить, не убавить. Законченные художественные произведения. Все разнообразные. И подход очень какой-то
немножко детский, наивный, но искренний и любовь во всем. Причем они разнообразны по цвету. Здесь теплые, холодные, зеленые. Оценить творчество Магомеда Бакаева все желающие смогут до 15 октября. Хава Газикова, Магомед Белакиев. Новости 24. Молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Вызов 21 век». Организаторы Роспечати и Международный пресс-клуб. Творческое состязание проводится по 4 номинациям. Заявки необходимо подать до 10 октября. Участники должны быть не старше 25 лет, работники СМИ, а также нештатные авторы. В конкурсе представляются интервью, репортажи, статьи, очерки, материалы на электронных ресурсах в интернете. Церемония награждения победителей состоится в ноябре в Москве. 16 авторов работ победителей приглашаются на большой творческий семинар и торжественную церемонию подведения итогов. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.